Пожары в Якутии самые крупные в мире. Смог дыма от пожаров окутывал не только Якутию, но практически весь Дальний Восток России. Во многих районах зафиксировано превышение предельно допустимой нормы в атмосферном воздухе по диоксиду азота. Огонь распространялся с бешеной скоростью, благодаря сильному ветру и засухе, которой не было зафиксировано в Якутии за последние 150 лет. Стабилизировать ситуацию удалось благодаря взаимодействию правительства Российской Федерации и исполнительной власти на местах и добровольческому движению Якутии. Борцам с огнем сейчас помогают выпавшие дожди. Огнеборцы локализуют пожары по всей территории Якутии. Вот многие сейчас, к сожалению, журналисты, особенно московские, зарубежные, пишут, что там основная проблема, основная причина пожаров – это человеческий фактор. Ничего подобного. Еще раз официально заявляю, что 95% пожаров на территории Якутии этого года – это природные явления. Это подтверждено и МЧС, подтверждено всеми надзорными органами. Это сухие грозы. Вот этот же пожар в Мельдякси, огромный пожар, он как раз возник от сухой грозы. Вот сейчас МЧС предварительно такой уже вывод сделал. Сейчас до конца следствия проведут, но понятно, что здесь человеческого фактора нет. Мельдякси – это участок, куда жители района выезжают на лето. На участке проживает в летнее время порядка 50 человек. Он входит в состав Хаптагинского наслега Чурапчинского улуса и находится на расстоянии примерно 20 километров от села. Пожар от Мельдякси наступил на нашу территорию, нашу границу. И наше население, все добровольно вышли в тушение пожара. У нас сперва было 50 человек, потом 75 человек было. И кроме этого у нас работала одна большая бригада вокруг нашего села. Это минимизированная полоса. Вот эта полоса спасает именно жилые дома от пожара. И я очень благодарен своим жителям, потому что они в эту трудную минуту, никто не сидел дома. 3 человека постоянно были на этих пожарах и ночевали, и караулили этот пожар. И нашими вот большими силами, наших добровольцев, мы и отстояли свой населенный пункт. Мобилизация всех сил, людей и умелые действия стали надежным щитом перед наступавшим огнем. Сегодня в Чурапчинском улусе, населенном пункте Мельдякси, мы ознакомились с ситуацией по лесному пожару, крупному лесному пожару. Во-первых, конечно же, хотел бы выразить благодарность огромную всем тем, кто участвовал в тушении этого пожара. Благодаря мужеству огнеборцев, местного населения, огонь был остановлен практически рядом с деревней, 800 метров оставалось до населенного пункта. Благодаря, еще раз говорю, мужеству людей, их стойкости, самоотверженности пожар был остановлен. Сегодня хочу сказать, что по всему периметру пожара, я его пролетел, посмотрел, открытого горения нигде нет, задымления практически нет. При нормальном развитии событий уже на следующей неделе пожар будет локализован и уже ликвидирован. Здесь пожар очень большой, поэтому здесь участвуют в тушении силы и средства и Чурапчинского улуса, Мегано-Кангаласского улуса. По всему периметру пожара расположено несколько сотен человек, которые сейчас занимаются окарауливанием, встречными отжигами. Но еще раз говорю, ситуация полностью под контролем. Ни одному населенному пункту здесь никакой угрозы сегодня от пожаров нету. Большую роль в борьбе с лесными пожарами сыграло население Якутии, но с такой силой стихии в селе Бяскёль горного улуса столкнулись впервые. Верховой пожар, сопровождаемый высокой температурой и сильными порывами ветра до 30 метров в секунду, был очень опасен. Несмотря на жесткое сопротивление огнеборцев, огню удалось прорвать оборону села и сжечь в течение короткого времени часть построек. При этом основную часть домов отстояли, несмотря на мощь стихии. Это наша родина, во-первых, и мы никуда отсюда не хотим уезжать, несмотря на все сложности, трудности и климатические условия. Это здесь, получается, наши предки жили, деды и бабушки похоронены, поэтому наша задача приумножать то, что у нас имеется. Несколько лет назад мы отмечали 125-летие создания второго тамайского наслега с центром в селе Бяскёль. Сам он
род очень большой. Начинается с Магана города Якутска и простирается до озера Недели в Кобяйском районе. Корни очень такие мощные. Люди здесь такие от земли, можно сказать. Село в свое время получило толчок, когда началась газификация. Это первое село нашего района, которое в целом было газифицировано. Тогда резко началось увеличение населения села Бескёль. Многие начали возвращаться сюда. И я думаю, может быть, вот этот второй толчок даст возможность Бескёлю, атаманскому наследию, перейти на второй такой скачок развития. Село Бескёль получает второе рождение. Вовремя принятые аварийно-восстановительные меры позволили в кратчайшие сроки начать в селе строительство новых домов для семей, чье имущество пострадало от пожара. Здесь будут построены 34 индивидуальных жилых домов по новой технологии. Благодаря работе военных, наших здесь сил строительных, нам удалось вот за это время полностью очистить всю площадку от сгоревших конструкций, сделать вертикальную планировку. Главное, мы с жителями договорились, какие дома будут построены, по какой технологии. Огромная благодарность компании «Алроса», которая поддержала мою просьбу и выделила сейчас 200 миллионов рублей на то, чтобы как раз профинансировать большую часть затрат по восстановлению жилья для жителей Бескёля. Домокомплекты произведены якутской компанией «Алмаз», которая довольно давно находится на рынке строительных домов, а ее выпускаемая продукция отвечает самым высоким требованиям по качеству, экологичности и комфортности для проживания. Брусовый дом, знаете, уже через 18 работает. И каждый раз все паком надо заливать. А этот сплошной, нигде не дует, да, его? И экономия будет, газоснабжение же будет. На газу очень экономичный дом и теплый. Семьям, пострадавшим от пожара, построят дома, соответствующие по квадратуре предыдущему жилью. При этом все дома будут благоустроенными, полностью обеспечены электро- и газоснабжением. 15 октября этого года жители Бескёля должны быть обеспечены жильем. Конечно же, огромная благодарность жителей села передают нашему президенту Владимиру Владимировичу Путину, который поддержал нашу просьбу. И в селе Бескёля будет также новая социальная инфраструктура. Будет построен национальный культурно-спортивный центр, которого здесь отродясь не было. Так, все были приспособлены к зданиям еще советских времен. Ну и будет построена новая современная школа на месте ветхой школы, которая построена в начале 80-х годов, тоже пришла практически в очень такое аварийное состояние. И мы уверены, что в ближайшие 2 года все объекты будут построены. Уже определена площадка для строительства новой школы на 150 мест. Министерство строительства Якутии готовится реализовать проект в конце следующего года. Ну, график напряженный, да, в части того, что необходимо все в быстрые сроки организовать. Мы уже определились с проектом, который будет привязан на данном земельном участке. Уже с изыскателями работа ведется. Я думаю, в ближайшее время изыскатели проведут свою работу, да, посмотрят грунты, и после этого конкретно определимся с посадкой и будем делать привязку. До конца года рассчитываем, что будет и проект, и экспертиза данного проекта. А по финансированию планируется, что с следующего года оно откроется, да, и до конца 2023 года мы объект завершим. Природная стихия наносит огромный урон сельскому хозяйству Якутии. Глава республики Айсен Николаев провел в Чурапчинском районе совещание о ходе кормозаготовительной кампании в заречной группе улусов. Нынешнее лето было необычайно засушливым, поэтому наблюдается низкий травостой, который ставит под угрозу устойчивую зимовку скота. В целом по республике у нас нехватка порядка 80 тысяч тонн сена, мы уже ее четко прогнозируем. Половину мы все-таки планируем за счет работы мобильных бригад, которые работают сегодня уже во многих улусах и внутри улусов на отдаленных участках, и за пределами районов, набрать 40 тысяч тонн. Да, а оставшиеся придется нам закупать уже за территорией нашей республики, в первую очередь в Амурской области, в Забайкальском крае, в Магаданской области. Здесь соответствующая работа тоже проводится.
Глава Якутии поручил правительству республики выделить бюджетные ассигнования для того, чтобы в ближайшее время начать транспортировку сена в ряд районов Якутии – в Усть-Алданский, Горный, Аймиконский, Тампонский – в сжатые сроки. Также даны поручения по помощи Департаменту ветеринарии в закупке лекарственных препаратов, витаминов для успешного прохождения зимовки скота. Будет проведена работа в том числе по дополнительному потом финансированию при последующих корректировках бюджета. Опять же, для того, чтобы полностью обеспечить кормами и грубыми кормами, и комбикормами наше сельское хозяйство. Нам очень важно, чтобы люди в это тяжелое время почувствовали уверенность, понимали, что правительство республики, муниципалитеты, власти в целом обязательно помогут людям и не оставят их на один с бедой. Мы обязательно решим эти проблемы. Я уверен, что сельское хозяйство республики, несмотря на тяжелейшие условия, в целом нормально пройдет зимовку вот этого года. Лесные пожары в Якутии показали, насколько они сильны. Иногда человек перед ними бессилен, поэтому необходимо предпринять ряд мер для борьбы со стихией. Вы знаете, ситуация очень драматичная. Многие не до конца еще понимают, что мы переживаем сильнейшую засуху в истории республики. Мы переживаем очень сильную жару, так и аномальные изменения климата. И в этих условиях говорить о том, что пожара вообще не будет, невозможно. Наша главная задача – как можно быстрее тушить эти пожары. И я неоднократно на эту тему выступал и у президента страны, у председателя правительства, встречался многократно с министерствами. Мы должны все-таки увеличить штатную численность якутской авиалесохраны, увеличить численность Якутлесресурса для того, чтобы противопожарные формирования на территории республики были способны большинство пожаров тушить очень быстро. Только в этом наша, на самом деле, главная задача, потому что пожары все равно будут. Правительство Якутии высоко оценивает вклад огнеборцев России и Якутии в борьбе с лесными пожарами. В знак благодарности огнеборцам на телебашне в столице Якутии включились огни под цвет официальных символов федеральных ведомств и регионов, вносящих значительный вклад в борьбу со стихией.